следующей лекции «Нон-стоп» от Ильдара Шафикова. Сам объявишь тему и раскроешь, потому что звучит очень сложно, но интригующе на самом деле. Придумал-то ты, по сути. Придумал я, да? Всем добрый день. Хайрлы günler dostlar. Менің есімім Шафиков Ильдар. Біздің бүгін екі тақырыбы мәселе была. Көз алдымызда бүгін хатын-қызның тұрмышын һәм хатын-қызның статусы. Будем сегодня говорить о женском статусе, о повседневной жизни женщины, о воспитании женщины, о том, как женщина понималась в татарском мире в начале 20 века. Проблема сложная, с одной стороны. С другой стороны, она, конечно, не такая хайповая, как мы ее заявили. Мы заявили ее как между товаром и матерьми нации. На самом деле и в том случае, и во втором случае это такая ярко выраженная дихотомия, игра слов, только чтобы вас собрать. Кто ожидает реально, какие-то горячие факты там что-нибудь такое, ах, такое с перчиком, можете идти домой, ничего такого не будет. Все будет скучненько, так обыденно, и во всем виноват он. Вот, ну и, наверное, начнем с этого. Вот у меня есть красная папочка. Раздатки у меня нету, картинок у меня нету. Это будут только тексты. Где-то я что-то буду рассказывать, где-то что-то, может быть, даже показывать немножко на себе. Вот, но в целом это будет достаточно скучно. Но, бисмилляхи рахмани рахим. Итак, друзья мои, что вы хотите знать? Давайте начнем с этого. Вот вы сюда пришли, вы повелись на анонс. Что вы хотите знать? Я хочу знать подробнее, что заявить про товар. Про товар, как женщина. Не, у меня структура лекции сначала начинается с категории ахляк и адаб. Не было такого. Нравственность и воспитание. Давайте с этой части начнем. Никто ничего не ожидает. Ну давайте сразу про товар. Итак, главное, на самом деле вчера собственно говоря, мне переписку, которую скинул Айрат Фадрахманов, да, там, собственно говоря, меня провокатором обозвали и вообще нехорошим человеком, что я такой вопрос стал. Итак, женщина товар или не товар? Нет, женщина это женщина. Все совершенно верно. Женщина не может быть ни в каком виде товара. В наше время. А в средние века? Еще какой товар? Кто-то у нас «Игру престолов» смотрит. Такое бывает, тоже неплохо. Мир все-таки у нас не «Игра престолов». Итак, когда мы говорим о женщине в татарском мире, мы с вами говорим о двух статусах, которые существуют одновременно в одном пространстве, в одно время. Первый статус ассоциируется исключительно с семьей. То есть женщина всегда существует в контексте некой семьи, некой фамилии. Да, то есть она в определенном смысле является транслятором статуса этой семьи. Она является продолжителем этого статуса. Она является инструментом этого статуса. Второй контекст – это контекст, собственно, женщины. То есть, как бы по логике вещей, как женщина понимает себя в этом мире. Считает ли себя женщина инструментом статуса? Не своего, а, допустим, своего отца. Не своего, а своего мужа. Не своего, а какого-то опекуна. Здесь можно отвечать, как предполагается, интерактив. Мы разговариваем. Это, кстати, очень хороший выход. Если мы с вами откроем журнал «Дин ба Мявишат», он тоже так же говорит. Он такой говорит: вот вы, говорит, джадиды всякие, сейчас, говорит, чадру снимите. И что, говорит, страшным женщинам делать? Замуж как выходить будем? А так, пока все, значит, в чадре, все при равных условиях. Чадру снял, увидел, не снял, пока все нормально. Это один из доводов. Вы вот зря смеетесь. Это вполне себе сформулированный довод. Дальше пошли. Дальше. Какие еще условия должны быть, допустим, чтобы эта игра работала? Чтобы женщина отражала статус, и чтобы она понимала свой статус, как часть чего-то статуса. Речь идет только о поле применения статуса, о том, как он воспринимается. Когда мы с вами переходим в эту плоскость, она очень тонкая, потому что грань достаточно зыбкая, ввиду того, что она существует только в голове. Ну правда, на самом деле всего же этого нет. Это же, допустим, это же не стол, это не пол, мы не можем постучать, мы не можем, значит, отрыть какую-нибудь вещь, на которой будет написано «сие есть статус». Нет, статус — это некие представления.
Исходя из этого, мы сами возвращаемся опять в логику. Да? Что из себя представляет женщина с самого начала начала. Итак, есть категория ахлак и адаб. Ахлак – это нравственность, адаб – это воспитание. Существует ли разницы между мужским ахлаком и женским ахлаком? Существует ли разница между женским адабом и мужским адабом? Как? В чем разница? Вот мы с вами. В чем разница? Ой, началось. Нет, ну просто это такой показательный пример. Ну давай, я не читал, расскажи. Но первые пару глав посвящены вот как раз образу жизни этой субъекти, о том, как она существовала как раз в контексте своей семьи, в которой ее муж, типичный татарский мужчина, очень такой, ну не знаю, как можно так сказать, или но она существует в определенных условиях, очень подавляющих. Ага. Как личность, как, ну она как инструмент. Вопрос возникает тогда, насколько женщина в то время понимала, что она подавлена. Понимаете, вот когда вот мы с вами живем в ситуации, когда все черное, ты не знаешь, что такое белое. Если ты живешь во всем белом, ты не знаешь, что такое черное. Вопрос только альтернативы. Когда мы с вами сходим вот на уровень вот этого самого адаба, там нету такой четкой дихотомии, проблема в этом. Ну, как бы вот расхожая фраза, да, существует 50 оттенков серого. Здесь то же самое. Вопрос только заключается в том, что является главным мерилом вот этого самого ахлака и вот этого самого адаба. Что его измеряет? Где точка 0, а где точка 100, допустим, или бесконечность. Что основное мерило? От чего отсчитывается 0? Где абсолютные идеалы? Где архетипы этого мира? Но это на самом деле очень простой вопрос, несмотря что он сформулирован таким образом серьезным. Но это не я неправильно разговариваю, но все же. На самом деле основное мерило этого общества это шариат. Все, шариат. Шариат все решает. Шариат отвечает на все вопросы, которые есть. Если мы с вами откроем замечательную повесть Фатыха Амирхана, которая называется «Хаят», вы, наверное, слышали ее, но я вам рекомендую ее почитать, потому что она такая прикольненькая. Она такая прогрессивная, модерновая. Это такой взгляд на черную жизнь белого человека. Человека, который преодолел свою черность, избавился от своего татарства и смотрит на мир такими прогрессивными глазами человека, который родной отец, по сути, с дома. Ну вот, грубо говоря, так. И вот когда мы смотрим с этой позиции, то да, собственно говоря, вот этот вот блок о том, как формируется женщина, что из себя представляет женщина в то время, Амирхану, на мой взгляд, очень удался. Не потому, что он правда приближен к реальности, а потому, что он состоит из серых красок. Он как бы предлагает только альтернативу. Там, значит, мир вот этой вот Лизы, подружки, да, главной героини, он такой светленький, он такой прикольненький, он такой радужный, там единороги, там радуги, там все такое, там пляски какие-то, дискотеки. А вот этот вот татарский мир, в котором пребывает Хаят, он такой черный, он такой серый, он такой вот. И, грубо говоря, вот переход из одного мира в другой, он наполнен вот этими самыми градациями серых. Но, как правило, татарская реальность, мусульманская реальность того времени мир видела наоборот, с точностью до наоборот. Она предполагала, что вот этот вот самый мир, как бы вот этот мусульманский мир, в кавычках, да, мусульман-татарский, он дуален. Есть мир ученых и есть мир народа. А все, что значит за пределами этого мира, его либо не существует для нас с вами, потому что это не важно, либо оно, по сути, относится сразу, совершенно без лишних каких-то там сантиметров, к миру неверным. Все, просто это мир неверный. Там заканчивается все. Что это означает? Это, грубо говоря, означает, что ты приходишь в дом русскому, нельзя у него кушать. Нельзя. Нельзя у него есть. У него нельзя пить. Алло, еще раз, я не слышу вас. А? Это, нет, вы правильно говорите, но это одно и то же. Для того времени это то же самое. То есть, в принципе, тогда, наверное, правильно говорить в дом неверного. Ты приходишь в дом к буддисту, ты у него не пьешь. Ты приходишь в дом к буддисту, ты у него не ешь. Но с другой стороны, это рождало такую же интересную историю, что если ты приходишь к абсолютно к любому мусульманину, то у него кушаешь и пьешь. Да. А вот что ты кушаешь и пьешь, это уже вопрос второго порядка.
Но об этом чуть попозже. Итак, девочка. Девочка родилась, она пришла в этот мир. Что происходит дальше? Вот у меня родилась дочь. Ее зовут Эсмабану, ей 2,5 года, и она вон она бегает. По сути, если бы мы были татарами в начале 20 века, через полгода где-то ее бы беззаботная жизнь, она бы кончилась. Потому что, допустим, до 3 лет разницы между воспитанием мальчиков и девочек не существовало. Они как бы бегали там, прыгали, играли, все было клево. С 3 лет девочка становилась девочкой, мальчик становился мальчиком. Ну давайте теперь в загадки поиграем. Как это мы сразу с вами поймем, что вот девочка стала девочкой, мальчик стал мальчиком? Как, что мы сделаем? Клеймо поставим на девочку. Чего? Нет. Есть такая штука белягат, но об этом мы поговорим, когда до 13 лет дойдем. А? В баню мы перестанем все вместе ходить. В баню. Мальчики ходят с папами теперь только, а девочки ходят только с мамами. А раньше можно было всей семьей гонять до 3 лет. Логика? Очевидно? Дальше пошли. Вот теперь у нас разрыв статусов происходит. То есть у нас сформировался такой статус мужчины, который ассоциируется с мужчиной. И формируется статус женщины, который ассоциируется только с женщиной. Дальше идем. С мужчинами все гораздо проще, у него все конкретнее. Допустим, что делает тебя мусульманином среди мусульман, которого признают мусульманином другие мусульмане? Мусульмане. Чего? Но это опять-таки после штуки белягат. А до белягата? Это неправда? Но вот здесь уже вопросы 18+, по идее, я вам подсказываю. Понятно. Ну все понятно, все, вот господину Гемадиеву понятно, да? Но я озвучу, да, это хирургическая операция, называется обрезание. До того, как ее у тебя не было, как бы ты еще... А вот после все, ты тоже железный пацан уже. А какое отношение это имеет к статусу в обществе? Смотри, вот как бы их статус мусульманина, он априори зависел от того, какие сунны, допустим, они сделали после того, как ребенок родился. Поочередно, начиная от самого Исим-Кушу, заканчивая там Гакайка. Соответственно, наличие всех, допустим, 3 из 3, ты вот все, 100% вопросов у тебя никаких нет. Если тебя еще в метрику занесли, это тоже железно. Если чего-то, допустим, из этого нету, то, допустим, это допустимо в том случае, если ты мореец. У тебя ситуация в жизни очень сложная, допустим, вас насильно крестят, вы сбежали в татарскую деревню, прикинулись с новыми татарами, и, допустим, тебя нельзя занести официально в метрику, как мусульманин, но все остальное ты сделал. И ты будешь признаваться условно, но государство тогда тебя не будет. Соответственно, общество, оно исходит из 2 ролей, соответственно. Оно либо смотрит на тебя с позиции государства, либо смотрит с позиции равных, таких как я. И, соответственно, потом уже, когда мы говорим, это борода, да. Если у тебя есть борода, все нормально. Если нет бороды, то вопрос. Но это уже немножко другая история. Мы движемся по возрасту дальше. Нам наступает, вот теперь нам с вами 13 лет, наступает балягат, да? То есть это, ну, это половозрелость, допустим, по-русски говоря. Что происходит после половозрелости? Платок девушка называет. И теперь уже с прошлым порвано все. Теперь девушка — это всегда только девушка. А мужчина — это всегда только мужчина. Что, допустим, после этого запрещается женщине? Или нежелательным становится, а что одобряется? С какими? Это ни да, ни нет, на самом деле. Почему? Потому что здесь начинается другая игра. Здесь начинается игра в статусы внутри самого женского, внутри женской корпорации. От чего зависит, допустим, что женщина более покрыта и менее покрыта? Что ей разрешают выходить в свет, допустим, там, одной, допустим. Ну, или условно одной. А где-то вообще не выпускают. Не. А что, ну, допустим, вот появился муж, и что теперь, можно выходить на улицу, и наоборот нельзя? Смотря какой муж. Ну, Гемадиев опять правду матку режет, на самом деле, он прав, потому что вот в этот момент статус женщины настолько железно привязан к статусу мужчины, что даже вот эти правила, этот самый адеп,
он играет только исходя из статуса мужчин. Если твой муж крестьянин, то для тебя допустимо, чтобы, допустим, там аурат твой был сокрыт, но, допустим, это не был в версии никап, допустим, да? То есть это не только разрез до глаз. А вот если у тебя муж, купец первой гильдии, какой-нибудь очень крутой имам или почтенный шейх, но это все, это один глаз даже. Это не вот такая вот амбразура, это один глаз. Логика ясна? И мы когда по улице с вами идем и читаем эти статусы, мы сразу с вами запросто понимаем, что вот это супруга крестьянина или дочь крестьянина. А вот с правой стороны, в которых ничего не видно вообще, шумеля их называли таких, да, шумеля, то есть стажок, да, да, вот это вот очень почтенные дамы, которых лучше вот так вот обойти чисто на всякий случай. Ясно, как статусы работают? А теперь давайте со стороны женщины посмотрим. Как это вот? Вот как это вот, допустим, быть шумеле? Как вы думаете? Она добровольно становится шумеле? Она добровольно становится стогом? Так, логика, смотрите еще раз. Те категории, которые сейчас я вам вот представляю, оригинальные. Это категории, которые не придумываю я, их придумала эпоха. Если я говорю, что человек назывался шумеле, только потому, что современники таких дам называли шумеле. Их называли стогами. Если кому-то очень обидно, это проблемы тех, кому очень обидно, а не мои. Итак, вернулись обратно. Вот смотрите, вот когда мы смотрим на мир с другой стороны паранджи, надо исходить из категорий, из системы категорий, которые существуют с другой стороны паранджи. Насколько женщина сама ощущает свое угнетенное положение. Насколько она желает освободиться, в кавычках освободиться. Потому что вот мы, когда с вами с той стороны смотрим, мы с вами впадаем в мир, как бы вот противодействие. Есть ориентализм, а есть ориенталистика. Есть, грубо говоря, некие формы расизма, да, ксенофобия такая, завуалированная наукой, допустим, или вот как молодой человек считает, да? Он считает, что он освобождает, он как бы за свой народ впрягается, что такого не было. А есть как бы реальность, которая существовала в то время. Она существует, по сути, только в текстах. Потому что только текст несет, ну вот, собственно, этот самый контекст. Он либо существует, либо его нет. Допустим, такие вещи относительно 16 или 17 века мы говорить не можем, потому что у нас нет сведений. Мы не можем говорить, допустим, какой костюм был реально нормой. Правда не можем. Как к нему относились. Что, собственно, в этом костюме было татарского, что было привнесено. Но нет у нас, допустим, текстов, которые бы говорили, что, вот, допустим, девушка, которая вот она так одевалась, она считала, что вот это модно. А вот это надо. А какая разница между модно и надо? Вот когда ты одета с ног до головы, завернута в мужской чапан, это модно или это надо? Я хочу или так должно быть? Я надеюсь, развел для вас эти понятия? Вот когда мы смотрим опять-таки из-под чапана, там из-под никаба наружу, мы должны исходить из того, что женщины, как чаще всего, они осознавали свой статус. Они четко осознавали, что вот этот мир, он мужской мир. И мы в этом мире имеем четкий статус только потому, что наши мужчины занимают в этом мире определенное место. Было ли это абсолютно? Нет, не дай бог, это было не абсолютно. Что? Существовало большое количество достаточно дам, которые вышли из этой системы. Но они больше существовали вот в этом самом русском мире, чем в татарском мире, потому что в татарском мире их воспринимали несколько иначе. И эти семьи, в принципе, известны, то есть, ну, как бы тут про них часто очень говорят, что вот там эти, значит, там медресе открывали, вот Фатиха Аитова, допустим, яркий пример. Почему Фатиха Аитова была такая свободная женщина? Вот вопрос я вам задаю. Почему, допустим, я вам рассказываю одно, а вы мне можете запросто сейчас в интернете набрать, там, Фатиха Аитова, и у вас выйдет другая история. Ну, потому что у нее муж был купец очень богатый. Он финансировал все это. А пока у тебя есть деньги, тебя финансируют, но у тебя все хорошо, правда. А если тебя не финансируют, как правило, не очень хорошо. Вот Гайзатуллину Волжскую никто не финансировал. И когда они в Уральске ставили спектакль, ее пытались 2 раза застрелить. Но ее деньги не прикрывали. Ну, правда. Ну, честно, давайте говорить. А Фатиху Аитову деньги прикрывали. И поэтому общество на Гайзатуллину Волжскую реагировало с револьвером в руках, пытаясь ее убить за то, что она там позволяет себе вольности. А у Фатихи Аитовой все было относительно немного. Вот логика. 2 позиции совершенно. Потому что 2 мира разных. Потому что 2 статуса разных. Потому что здесь мир со статусом, у мужчины статус, который высок.
А здесь мир девочки, которая выросла у Срау. Но об этом мы поговорим чуть побольше, чуть подальше. Итак, теперь мы разобрались, как, собственно говоря, работает этот мир. Ну, в самом начале, что называется. Переходим в плоскость дальше. Мы движемся с вами во времени и подходим ко времени вот этого самого брака. Что такое брак, как он работает, насколько он свободен. Давайте начнем с этого. Насколько брак свободен? Есть такое явление, как бы в современной социологии, называется брачная стратегия. Как брачная стратегия работала в то время? Ну давай, решать, ну что ты? А? Нет, ну мне теперь ваше интересное мнение же, ну что вы какие-то? Родители выбирали семью, которая по статусу подходит. Ну все, мы спалили, да, что главный статус. Совершенно верно, логика такая. Мы выбираем семью, которая подходит нам по статусу. Как мы с вами будем выбирать, во-первых, соразмерный статус, и как, собственно говоря, сам вот проходить процесс будет? Женщины смотрели, женщины выбирали. Женщины выбирали сами. Ну тут есть два варианта, на самом деле. Более ранний и более поздний. Более ранний, он был, как вы понимаете, более экстремистский. Если вам прям вот по жесткачу охота такие вот такие прикольные штуки почитать, я вам советую почитать Гайнеддина Ахмерова. «Свадебные обряды казанских татар». Они в свободном доступе в интернете, и они очень клевые. Потому что человек, вот он, собственно говоря, он как, ну, наверное, я тут, наверное, немножко себе пальчу, наверное, сравниваю со мной. Он тоже такой был, как я. То есть он как бы считал, что открывает какие-то страшные вещи, то, что для татар было норма. Но в данном случае вы как бы чутка подзавели то, что было когда-то нормой для ваших бабушек и дедушек. И сейчас я немножко пытаюсь вам вот этот перде, вилялята заман, спахнуть его вот так. И он тоже так же, он говорит: спокух, ребят, сейчас я вам расскажу, как татары женятся. И по сути, как бы по его логике, татары женятся самым первым способом, но это чудовищный по нашим меркам способ, это кража невесты. Не умыкание, а воровство натуральное. Причем не всегда там был предварительный сговор. А? Это тоже важное слово, и я попрошу его запомнить. Про Колым мы чуть попозже поговорим. Да, это тоже с этим связано. На самом деле, ты воруешь невесту в том случае, когда игра в статусы складывается не в твою сторону. Грубо говоря, твои родители кинули кости с родителями вот невесты. И вышло, короче, что они просят, допустим, 800 рублей, а у тебя есть 100. И вот тебе рисуется такая история. А ты такой говоришь: нет, я поперек судьбы. И вечером увел просто девицу с заднего двора, там, или прямо с бани она выходила, завернули в ковер и увезли. Дальше события, пожалуйста, давайте. Сейчас мы с вами в чернуху уходим. Я вот хочу посмотреть, насколько вы как бы далеки от реальности. Или близки. Да, совершенно верно. Причем, на самом деле, здесь я сделаю ремарку небольшую, потому что этот обычай, ну, как бы, на самом деле, в Татарстане существует до сих пор. Правда, не будем сейчас обзываться. Совершенно это ничего, никакую роль не играет. Вот, пожалуйста, Балтасинский район. 5 лет назад, по-моему. И как бы вот логика только заключается в том, что насколько, допустим, где-то он изжился, насколько он существует где-то в автохтонном виде, а где-то он приобрел такую форму скорее игры, чем реальность. Да, и здесь совершенно верно. То есть, допустим, один замечательный профессор где-то 1,5 месяца назад мне рассказывал историю, я уж не буду говорить, ладно, просто личность очень известная, но как бы вот у него отец точно так же поступил со своей матушкой. А все было очень просто, как бы внешне его отец был не очень, короче, он проигрывал, серьезно проигрывал, потому что, ну, он был, как бы это сказать, ну, с наружными некими дефектами, вот так вот я немножко скажу, да, и он, короче, просто такой вот обиделся на всех однажды, решил всем доказать, что он ого-го какой мужик, и взял самую красивую девицу, просто выкрал. Ничего плохого он с ней не сделал, правда, ничего не сделал. Просто она одну ночь просидела у него запертой в бане, а когда утром он ее выпустил, родители ее выгнали обратно. Сказала: вот иди вот теперь вот там, вот и делайте, что хотите вообще. Ну и все, и нормально, и вот это теперь замечательный профессор. Очень видный и замечательный, и все у них хорошо как бы было, и никогда эта проблема не вспоминалась. Но, опять мы с вами возвращаемся к проблеме, которую бы я поставил. В данном случае свобода выбора существует у женщин? Вот именно в этом ключе. Да никакой, елки, даже на выходе нету. Нет возможности вернуть свой статус, который был до того, как тебя затащили в баню. Что там произошло? Было, не было, никого совершенно не интересует.
твой статус привязался к статусу мужчины, который в данном случае оказался хитрее твоего папы, твоего брата, а они все вместе не доглядели за тобой. И сцепка уже железная, настолько железная, что ее нельзя расцепить. Нельзя сказать, там какую-то там получить бумажку, что ничего на самом деле не было, в больницу сходить. Все, для всех уже все было, все состоялось. И у тебя, в принципе, вариантов нет. Только таким образом. Другой замечательный случай, он связан с Мухлисой Губи. Вы, наверное, знаете, кто такая Мухлиса Губи? Вопрос был. А, Мужчина просто так выкрал, а потом отпустил женщину обратно, ее выгнали из соседней семьи. Есть на нем какое-то обязательство, что он должен на ней жениться? ну, Или как бы это такая предполагается. игра? Блин, хороший вопрос, никогда не задумывался. То есть он такой выиграл, отдал все и ладно. Нет, ну, мне кажется, на самом деле, наверное, я просто с таким случаем не сталкивался никогда, но вопрос интересный, надо будет посмотреть. Мне кажется, просто в таком случае, наверное, начинали работать законы Российской империи. То есть, как вы понимаете, в отношении мусульман работал шариат, да, в отношении, по крайней мере, семейного права, права наследования. То есть, все было по шариату. Все остальное уголовное право, но где-то оно существовало в виде, допустим, самосудов. То есть, допустим, выносили решения, которые быстренько исполняли таким образом, чтобы труп потом нельзя было найти. Такое тоже было. Но это было. И вот в данном случае, мне кажется, все уже судили по законам Российской империи в плане того, что был, по сути, факт изнасилования. А? Ну, такое тоже было. Я говорю, то есть плоскость немножко очень такая хлипкая, я тут боюсь, в общем-то, что-то однозначное сказать, потому что как бы и такие случаи известны, и такие случаи. В общем, допустим, вот есть интересное произведение, раз мы сегодня про литературу с вами говорим, да, про Хаят вспомнили, у Маджида Гафури, оно называется, у Маджида Гафури же, по-моему, «Кора Юзлер». Маджид Гафури, дальше? Вот, «Кора Юзлер». И там ситуация вот приблизительно, как вы обрисовали, но там все придумали, там высосали из пальца, что был некий факт, которого на самом деле не было. И мальчик утверждал, что его не было, и девочка утверждала, что его не было. И Маджид Гафури тоже утверждает, что его не было. Но решение о том, как с ними поступить, было принято вот там вот, внизу, на сельском уровне, на уровне имама и на уровне старцев, в общем, которые собрались для него. И они быстренько его реализовали. Такое тоже могло быть. Но было ли это системно? Не уверен. Постоянно ли, значит, девушек крали, чтобы только там надругаться и бросить потом? Вообще в этом не уверен. За такие дела и убить могли. Но отрицать того, что, наверное, может быть там 0,000000001 запросто. Вот один случай, который Маджид Гафури рассказал. Так, о чем я говорил-то пока вот этот? Другой вариант. Уровень нашего врачебного Ну да. Второй, значит, вариант. Переходим дальше. Второй вариант, он переходный. Это когда мальчик с девочкой где-то, значит, на речке познакомились, все нормально. И он сделал вид, что ее украл, а она сделала вид, что очень сопротивлялась. И все остальное по тому сценарию, как в первый раз. Да? И третий вариант, он уже основной. Это вариант, когда все решалось через сватовство. То есть, опять-таки, мы с вами приходим и кидаем кости. Тын. У вас выпало 7. У нас нету 700 рублей, у нас есть 200. Я когда говорю кидаем кости, никто в кости не играл. Это торг называется, да? У нас очень красивая девочка, мы хотим Колым. Холон Малы его называли. Да? То есть это вот вещь, которая существовала. Они такие говорят, 700 рублей дорого за вашу девичью. Мы пойдем в соседнюю деревню, купим за дешево. Но так тоже никто не говорил, потому что логика несколько иная. Мы с вами говорим про начало 20 века. А даты в то время, как бы они существовали в очень хитрым образом. Чаще всего, как бы вот этим всем адатам, то есть обычаям, которые существовали вне ислама, или которые остались со времен до ислама, им придумали категорийные и системные какие-то аналоги, которые существовали в исламе. Как называли Колым в исламе? Местные наши татары. Что они говорили? Колым они уже в начале 20-го не успели. А? Молодец, я помню, что вы ходили ко мне на семинары, можете идти погулять. Совершенно верно. Эта вещь называется махар. Махар существует до сих пор. Да. Только теперь у него интерпретация поменялась. Теперь как был, то есть он с позиции шариата смотрится. То есть есть такой период ида. Да, это период, когда женщине нельзя выходить замуж после того, как по каким-то причинам прервался ее предыдущий брак. Мужчина умер, мужчина подал на развод. Что-то, короче, такое. И существует, допустим, 3 месяца там, насколько, 3 же месяца, да, Ильшат? Ильшат, 3 же месяца, да? Ты можешь кивнуть головой? Все, 3.
3 месяца, которые как бы женщина не имеет права выходить замуж. Вот эти 3 месяца она существует на деньги, которые остаются ей на махар. То есть, а что делать в том случае, если вот мы с вами какие-то дикие кочевники были, да, и мы как бы с вами женщин покупаем, мы вот такие вот, мы варвары, мы про ислам еще плохо знаем, но хотим быть мусульманами. У нас у всех имена начинаются на Мухаммед. Мы передумываем с вами переходную формулу. И она устоялась где-то во второй половине 18 века, наверное, она устоялась уже как факт, а узаконили ее в первой половине 19 века. А именно, махар делился на 2 части. Одна называлась муаджаля, а вторая могаджаля. То есть первая половина махра и вторая половина махра. Что это значит? По сути, когда совершался сам акад, то есть сама сделка никаха сама состоялась, ставили подписи, вручалась только одна половина. И она как бы исполняла роль этого самого калыма. То есть ее папка забирал. Ее забирал папка за то, что он такую замечательную дочку вырастил, что она такая хорошая, что они сходились, делили, ее никто не украл, и все было хорошо. Вторую часть как раз, вторую часть забирает девушка в том случае, если происходит развод. То есть вот эта часть и есть махар. Логика ясна, я надеюсь? Первая часть, грубо говоря, становится калымом, вторая часть становится махаром. Вот они решили для себя эту проблему. Как же, собственно говоря, источниково это проявляется? На самом деле проявляется это очень просто. Если мы с вами откроем, допустим, вот я с собой, по-моему, даже принес выписку из метрической книги по селу Мустафина. Сейчас я разрешите открою, посмотрю, ладно? Вы же не против? Вот, смотрите, допустим, правда, село Мустафино. Брак между Мустафой, сыном Абу-Бакира Абдул-Джалилева. Кто такой Мустафа, сын Абу-Бакира Абдул-Джалилев? Кто знает? Правильно, это Муса Джалиль, точнее папа Муса Джалиль. Он женился на Рахиме, дочери имама Хусуддина Сайфуллина. Каков был махар? А каков был калым? Давайте поиграем с вами в слова. Ну давайте, делайте ставки. Дочь и мама. А? Ну сколько дорого? Так, это не Игра престолов, правда. А? Ну, в некоторых местах, да, здесь немножко дешевле. На самом деле, в итоге, итоговая сумма, они договорились на 150 рублей. 75 рублей сразу оплатил Мустафа, то есть это был калым, и 75 он должен был оплатить в случае развода. Вот это, в принципе, прям так и написано. Могу дать даже данные, кому интересно, можете полезть, почитать. Другой случай, более интересный. Почему? Потому что там раскладка была, ну тут сразу понятно, что как бы у них вот эта система калыма, она изжита. То есть махар существует только в виде махара, и в этом отношении имамы в этом регионе работали гораздо лучше, чем папа, допустим, вот этой самой Рахимы, который выдавал свою душу. Он работал плохо. Здесь, допустим, раскладка за 1892 год, это метрическая книга Аллабердина, она выглядит так. Всего 54 рубля, то есть как цены уже реалистичные выглядят, серебром. Из них, значит, то есть там подарки перечисляются уже, пошли, да, там нагрудник на 13 рублей, 10 рублей шуба с камзолом, 10 рублей черная шапка, 15 рублей шаль, сундук 6 рублей. То есть, да, здесь уже нету возможности, допустим, там вставить вот этот самый калым и разделить его потом на некий абстрактный махар, который состоится в случае развода или в случае смерти. Махар отдается раз, и все, он остался. Вот как бы татарскими в то время он смотрел с двух позиций. Я не могу сказать, что существовало два решения, соответственно, двух различных каких-то почтенных очень имамов по этому вопросу, но было два варианта решения проблем. Значит, допустим, в Оренбургской области, соответственно, в селе Мустафа решали это таким образом по старинке, они делали это как калым и махар. А, допустим, в Аллабердино, в Тетюшкином уезде, а это значит у нас тут недалеко от Казани, уже уплачивают только махар. Логика ясна? Теперь мы с вами переходим в плоскость после брака. Потому что с браком здесь все, в принципе, понятно. Нет, не совсем понятно. Есть один вопрос. Да, у меня же заявлена эта тема. Мол, да, товар.
В каком случае девушка могла реально превратиться в товар? Это всего один на самом деле. Этот случай тоже есть, но это не товар, это опять игра в статусы. Это статус папы играет со статусом жениха. Потому что это не товар, правда не товар. Потому что, ну вот смотрите, сейчас мы побольше когда вернемся к этому, я уже не буду сейчас ударяться. Товаром девушка могла стать только в голодный год. Все, допустим, тексты, которые существуют, они говорят о том, что это практика, когда девушек вообще совершенно без личных разговоров за какие-то там деньги отдавали непонятным людям, она появлялась только в голодный год. Произведений там, значит, художественных на эту тему, ну их вообще очень большое количество там. Ну, самым, наверное, таким прикольным является в плане, по крайней мере, содержательной части, это Галияр записал ее. Ярулла, в смысле, да, ведь, по-моему, Ярулла же, да, девчата? Вали Ярулла. Да, наверное. Этот Ошлак Кушта называется, да, то есть велел голод. И там ситуация такая, что девушку там продали в Туркмении. У Маджида Гафури, соответственно, тоже есть такое этот произведение, оно называется, по-моему, Сотлак Кыз, Яки Ошлак Кушта, то есть то же самое, то есть, да, девушка на продажу или голод повелел, ну, на русский язык примерно переводится так. Логика там какая? Логика такая, значит, ситуация, сначала у девушки умирает мама, потом умирает папа, потом, значит, она остается как бы на попечении своего дяди, все это сопровождается лютым голодом. Как вы понимаете, в начале 20 века у нас был голод, ну, почти постоянно был, потому что погода стояла такая же, как сейчас. То есть у нас с 2010 года была засуха, как вы знаете, да? Вот, она закончилась только в этом году. И там ситуация была абсолютно точно такая же. У меня даже есть гипотеза, что замечательная книжка Мусабекиева появилась только из-за того, что жарко было. Правда, Ильшат? Вот, кстати, я тебе дарю идею. Пожалуйста. А как, то есть вот эти городские легенды о том, что богатые бухарцы скупают тут... Ну, они тоже были, но это... Девочек, где, на чем основаны, кроме художественной фантазии ваших джадидов? Ну, вот я тоже считаю, что почти на чем, если бы не фетва Мухаммедьяра Султанова. Есть фетва Мухаммедьяра Султанова, которая, да, она вводит категорийно, как решать эту систему. Но она немножко не входит просто в нашу историю, поэтому не будем. Вот, и здесь, собственно, у девушки умер отец, потом у девушки умерла мать, и она как бы повисла на помещении у своего дяди, и дядя не придумал ничего умнее, чем продать ее заезжим кавказцам на Северный Кавказ. То есть ее привезли в Казань, там нашлись две тетеньки, которые занимаются всякими этими делами. Они ее усадили в вагон, якобы сейчас мы там познакомимся с одними этими замечательными. И она уехала туда, на Кавказ. На этой печальной ноте как бы находится произведение. Насколько массовым это было явление? Я сильно сомневаюсь, что оно было правда массовым. Но с другой стороны, как бы тексты говорят об обратном, о том, что все-таки явление было достаточно массовым, но оно было не такое трагичное. Насколько я помню, в 1913 году был замечательный случай. В Казань приехали 5 туркменов. Они приехали жениться на татарках. Тут же нашлись замечательные молодые люди и одна не очень молодая девушка, которые согласились им все предоставить. С них взяли, по-моему, по 200 рублей с каждого. Вот, затащили где-то здесь, вот, кстати, какой-то замечательный дом, накрыли стол, пришел какой-то имам, нашлись две девицы, как полагается, в никабе до самого пола. Значит, пока все пили чай, эти два туркмена, заметили, что они остались вдвоем, а деньги с них уже взяли. Невесту поймали только одну. И эта невеста, насколько я помню, была тетенькой лет за 38, которая была хозяйкой там магазина, который был неподалеку. То есть мы с вами на основании этого текста замечательно, причем это как бы газетная вырезка, в принципе, то есть вещь-то, которая случилась и состоялась де-факто, по большому счету, ну, при определенном допуске, естественно. Вот Ильшат расскажет, при каких допусках можно читать газету. Соответственно, мы с вами из этого понимаем, что первое, раз уже появились аферисты на этом рынке, да, то есть все уже состоялось, это вот явление существует. Второе, зачем-то туркмены повадились сюда ездить за татарками, вопрос зачем. И третье, насколько этот рынок был емкий в плане финансов. То есть если 5 туркменов по 200 рублей, это 1000 рублей. Это за один раз. Следующий вопрос. Зачем им нужны татарки? Вот теперь давайте я у вас спрошу. Зачем туркменам нужны были татарки? 200 рублей взяли с каждого. 200! Не платили туркмены за туркменок столько денег.
На самом деле, это тоже скорее всего. Но вопрос, откуда туркмены узнали о том, что татарки красивые. Причем ведь приезжали не туркменские туркмены, собственно говоря, хотя они тоже приезжали иранские туркмены. Они с южного берега Каспия перебирались сюда. Откуда они об этом знали? Это вы все правильно говорите? Вот один Все случай правильно. был, ну кто-то заезжий, вот нельзя. Ну все правильно. Скорее всего, связывают это с этими, с почтенными шейхами из варягов. Они перебрались туда, и как бы вот в их мире игра статусов играть начала по-другому немножко. То есть татарская жена, она стала статусом не только твоего достатка, а образования твоего и твоих детей. Ты входишь в семью почтенного шейха, если ты женился на татарке, допустим, его дочери. А раз все крутые мужики женятся на крутых татарках, значит, мне тоже нужна татарка. Логика ясна? Другой вопрос возникает, как татары мужчины допускали такое? Еще раз говорю, вот мы с вами говорим о начале 20 века. Повторюсь еще раз. Так не допускали же, обманули же. Чё ты- Это во-первых. То есть тут я вам не говорю, что туркменам правда здесь, значит, такой базар был. Ты такой приходишь и выбираешь себе. Нет. Обманывали гораздо больше. Логика несколько иная. Логика исходила из того, что, в принципе, ну вы смотрите, мы же с вами в статус играем, правильно? То есть, когда мы с вами за махар, ну, то есть нам приходят люди свататься, мы смотрим на что, во что они одеты и сколько у них денег. Богатый человек же ведь по-любому лучше, чем бедный человек с позиции того времени, вот как мы с вами сейчас рассуждаем. Если этот туркмен приносит мне гору серебра, почему я считаю, что он ее там в кишлак какой-то горный ведет и заморит ее гору? Дети будут всю жизнь работать. Совершенно верно. То есть смотрите, вот когда мы ставили вот это название МАЛ, да, оно, еще раз говорю, оно только хайповое, только чтобы вас здесь собрать. Когда мы говорим, что она правда товар, она товар для, допустим, просвещенных людей вроде нас с вами, которые живут в реальности 21 века. В то время, ну, не оценивал их никто таким образом. Почему? Потому что это было нормальное существование того времени. Это игра в статусы. Мой статус равен твоему статусу. И наши дети, значит, женятся. Если мой статус выше, чем твой, тебе нужно заплатить очень много денег, чтобы я отдал свою дочь тебе. Если для вас это продажа, ну елки-палки, все ваши бабушки были проданы. А для меня это брачная стратегия, потому что они так женились. Если кому-то очень обидно, что в Туркмению увозили, вот я вот, допустим, преподаю на международных отношениях, и у меня за 4 года практики было 6 студентов, у которых прабабушек таким образом отсюда вывезли. А это уже вопрос, друзья мои, насколько, допустим, у нынешних туркменов, у иранских в частности, хватает денег отправлять своих детей на учебу в Россию. Вопрос? Конечно, вопрос. А вот здесь вот 6 семей, которым прикоснулись татары, имеют такую возможность отправить. Я сейчас манипулирую просто словами на самом деле, да? Вы понимаете, что сотрясаю воздух, это, ну я надеюсь, что вы понимаете. Но вопрос можно таким образом поставить. Вот здесь вот, допустим, порядочное количество ахлифян. Вот студенты, кстати, я вам предлагаю вот тему, пожалуйста, исследуйте социологию брака. Вот как раз у этих, у прикаспийских туркменов территории Ирана. То есть у туркменов-суннитов, пожалуйста, посмотрите. Почему такая мода повелась? Как она работала? Вот у вас будет вот такая вот диссертация, кандидатская и даже докторская. Факт есть. Как его интерпретировать, только на ваш суд. Все, брак состоялся. Брак состоялся? Гуляли как брак, мы рассматривать не будем. Переходим дальше. Что дальше с женщиной происходит? Все происходит как? А? Сейчас заканчиваем. Как дальше? Все плохо? Сейчас, подойди, пожалуйста, я тебе дам просто. Я сейчас зачитаю, а ты просто подержи, ладно? Ну, мне зачитать надо, ну, пожалуйста. Ну, не знаю, вот моя стойка. А, ну все, спасибо. Сейчас, я же специально эту папку-то принес, да? Вот сейчас я вам расскажу, как дальше будет. О! Воспоминания одного замечательного дядьки о своей маме. Так, читаю, да, это цитата, то есть это его автобиография, он ее, собственно, написал. «Мама говорила мне дивные сказки о жизни святых, о похождении Алея, халифа Омара, в особенности о Гаруна аль-Рашид, Соломоне и других». Нету здесь, вы не ощущаете?
Есть только свет, по-моему. Есть такая замечательная мама, которая прививает любовь к религии, соответственно, и к просвещению у своего сына. Вот Фахрислам Агеев пишет о своей маме. «Не могу забыть эти добрые и теплые отношения ко мне, моей матери». Ну, елки-палки, где тьма-то? Где хаят, в конце концов? Где вот этот вот беспросветный мрак? А? Совершенно верно. Вот эти вот люди, в принципе, как бы, да, вот тут и воспоминания Амирхана у меня есть, они сформировали тот образ, да, благодаря которому вы сюда пришли. Я вам пытаюсь открыть другую дверь, в другую реальность, как бы исходя из логики, существовавшей в то время. Вся тьма и мрак, который как бы существует в наших головах, и там, что вам хочется доказывать, там, что этого не было, этого правда не было. Это существует только в головах тех самых джадидов, о которых мы с вами говорим. По логике. Вернемся обратно. Итак, вот теперь, значит, Enable, да? Вот у меня есть замечательный кусочек пиаита. А, он по-русски, оказывается, я его перевел. Значит, в начале 20 века был один замечательный пиаит. То есть это недопесня такая, пересказание, которое называется Миллета Налара. Мы начали с мала, заканчиваем Миллета Налара. Там есть такие строки, собственно, перевожу, да, Миллета Налара, это матери нации. Это мой перевод, поэтому не очень обижайтесь, я это не очень хороший поэт. Нации матери девушки, оказывается. На их руках мы выросли, оказывается. Раз нас всех воспитали наши матери, то мы, как люди, обязаны им, оказывается. Вот опять логика, да, тьмы вот этой вот нету. Вот женщины, как мол, объекта продажи, тоже нету. А существует вот образ матери, который воспитывает, делает нас приличными и хорошими. И как бы это уже несколько другая логика. И вот когда мы ставили, собственно, вот эту хайповую тему, я лично видел вашу задачу, точнее свою задачу, привести в конце концов вас к двум мыслям. Первая мысль. Всегда нужно, когда вы что-то оцениваете, исходить из логики событий, в контексте которых что-то происходит. И второе. Никогда не верьте в Фейз Рахманов. Ну, точнее, верьте в Фейз Рахманов, если он не делает рекламу. Все, спасибо большое.